ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Центре творчества имени Корчевского прошел очередной этап военно-патриотической игры «Орленок». Он стал шестым, предпоследним и был посвящен туризму. Ориентирование на местности, вязание узлов, определение азимута и работа с картой в программе соревнований. Последнее, к слову, дается ребятам непросто. Дело в том, что определить масштаб и расшифровать условные знаки, визуально не представляя места, не самая легкая задача. Умножая масштаб, у них получается тут и 50 километров, и много, хотя масштаб очень крупный, и больше 1-2 километров на карте быть не может. То есть они не представляют в реальности, вот как это выглядит. Дальше по условным знакам тоже на уроках географии, видимо, есть такой серьезный минус. Они тоже не представляют, что вот условный знак на карте – это вот тоже то есть символическое изображение какого-то реального объекта на местности. То есть у них могут быть в ответах и птицы полетели на юг. На этапе вязания узлов на команду ребятам нужно навязать больше 20 комбинаций. Один из участников вяжет 8, остальные 6 по 2. Трудности бывают и на этапе установки палаток. К слову, участникам команды нужно собрать 2 – одноместную и двухместную. Лучший итог по времени от 1,5 до 3 минут. Но это, как правило, результаты постоянных практических занятий. Ребята сталкиваются с тем, что внутри существуют крабы, которые нужно пристегивать. У них вот в этом возникает вопрос. То есть где-то они могут не досмотреть, где-то могут не понять, особенно центровой. То есть то, что крепится от центра и потом застегивается на крепеже. У них вот с этим больше всего трудностей возникают. Но тяжело в учении, легко в бою. Эта игра не просто соревнование из разряда «быстрее, выше, сильнее». После такой подготовки с этими школьниками точно не пропадешь. Навыки, отработанные здесь, пригодятся, что называется, и в поле. Я стала лучше вязать узлы. Также я больше начала понимать, как собирать и разбирать палатку, потому что их бывает 2 вида, есть полегче, есть посложнее, и каждую надо уметь разбирать и собирать. Приятным бонусом приобретения знаний является сладость победы. В этом этапе лучшими среди крупных школ стали лицеисты из ГПЛ. Среди малокомплектных – команда 22-й школы. В апреле ребята встретятся вновь на 7-м последнем этапе, смотря, строя и песни. Тогда же определится и победитель всего муниципального соревнования. Команда лидеров отправится в мае на республиканский «Орленок».